Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Якутский филиал Института государственного администрирования имеет высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава и прекрасное материально-техническое обеспечение, что способствует получению фундаментальных знаний и практических навыков, необходимых современному специалисту. Какие образовательные программы предоставляет институт и как туда поступить, мы об этом сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Александр Тараканов, ректор Института государственного администрирования, кандидат юридических наук, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Александр Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, расскажите о деятельности института. Ну, давайте начнем с того, что в этом году нам исполнилось уже 32 года. 32 года в образовании – это все-таки не маленький срок, чтобы получить определенные навыки и разработать перспективы в дальнейшей деятельности в образовательной сфере. Образовались мы 1 марта 1994 года в городе Москве, а филиал в Якутске открылся в 1995 году. И мы сюда приехали большой группой академиков, профессоров, докторов наук, кандидатов. Молодежь Якутии была очень заинтересована в новых видах подхода к образованию. Вообще в тех новых людях, которые могли бы поделиться своими знаниями, опытом и рассказать о том, что происходит. Ну, вы же понимаете, это были 90-е годы, и молодежь была просто пропитана таким духом получения что-то нового, знаний, образования, получения возможности дополнительно где-то найти способ получить высшее образование. Ну вот вкратце где-то так. Давайте ответим, какие еще вопросы. А вот какие преимущества получают молодые люди, поступая в ваш институт? Молодые люди при поступлении в наш институт прекрасно понимают, что они идут в негосударственный сектор образования, в негосударственный вуз. Льготы и преимущества они имеют точно такие же, как студенты государственных вузов. Вот. Единственное, что мы можем сказать, даже не единственное, а порядком того, что у них есть определенный выбор способа обучения, формы обучения, и мы предоставляем им эти возможности. Мы даем какие-то новые перспективные направления или включаем какие-то новые аспекты в образовании в каждом направлении подготовки. Я думаю, что это интересно в любом случае молодым людям, а может быть и тем, кто получает хорошее высшее образование. Идет на переподготовку, идет на повышение квалификации, дабы знания свои увеличить и в объеме, и обновить, и применить это потом в жизненных ситуациях. Вот, наверное, это основное, чем мы можем похвалиться, как говорится, и пригласить к себе на обучение. И вот у вас головной вуз в Москве, но вы активно работаете в Якутии. И вот интересно, почему именно наша республика стала для вас такой стратегическим регионом, так скажем? Ну, знаете, я как-то уже рассказывал многим, кто спрашивал, не вы первые задаете этот вопрос. Дело в том, что моя жизнь и жизнь, допустим, моего отца, да, была связана со службой в вооруженных силах Советского Союза, мне еще и Российской Федерации повезло. И специфика службы предполагала нахождение в отдаленных регионах. Я проходил службу в Дальневосточном военном округе, посещал республику Бурятию, Якутию, ну, по служебной необходимости. Он, естественно, тоже приезжал сюда в качестве корреспондента военного отдела редакции газеты «Правда», в качестве служебных каких-то командировок. Естественно, завязывались определенные дружеские отношения. И вы знаете, когда появилась возможность поделиться своим опытом, появилась возможность и идея открытия нового образовательного учреждения с определенными новыми какими-то задачами, целями, которые можно было уже реализовать в Российской Федерации, мы, естественно, обратились с контактами туда, где мы уже были.
то, что мы знаем. И мы же ведь не только находимся в Якутии. У нас есть и филиал Бурятии, и в Нефтеганске, и в Клину в Московской области. И даже за границей мы выходили, работали в свое время даже в Германии. Вот. Поэтому ничего удивительного, что мы пришли со своей идеей сюда, к своим друзьям, которые нас поддержали и как бы где-то помогли и дали толчок в нашем новом деле. Ну, конечно, многих из них уже, как говорится, нету, но дело живет, и мы развиваемся, и приносим что-то новое, и вообще, откровенно говоря, несем просто пользу, организовываем рабочие места, как и любое новое или не новое, но выживающее предприятие. Вот так. Угу. Вот как раз-таки о новом. Раскрытие о новых образовательных программах института, да, можно даже не только о новых, а самых актуальных, востребованных. И какие формы обучения предоставляются? Ну вот я вам что хочу сказать. Сейчас уже, наверное, набило оскомину искусственный интеллект там и так далее, и так далее. Но это не шаблонная фраза, это жизненная необходимость. И, естественно, кроме чисто гуманитарных там направлений, которые есть и преподаются, экономика, юриспруденция, психология, педагогика, мы открываем IT-технологию, бизнес-информатику, искусственный интеллект, машинную обработку. Это новые направления, которые мы открываем, дают, естественно, перспективы в развитии и направлений, которые уже преподаются. Ну, просто туда вносится новизна применения их в нашей нынешней жизни и в будущем. Это естественный процесс, и это нужно. Вот. А что касается форм обучения, у нас есть форма обучения, как и везде, заочная, очно-заочная, для различных категорий очная форма обучения, аспирантура. Вот. Есть вопросы, связанные с повышением квалификации, переподготовкой. Не секрет, что многие, которые получают первое высшее образование, не могут трудоустроиться или не могут себя найти в том направлении, в котором получили образование. Но мы можем помочь пройти переподготовку, как бы скорректировать направление использования полученных знаний с приобретением новых, а это дает возможность расширенных жизненных возможностей, выбора своей работы, применения себя в любой сфере жизни. Угу. Ну вот мы сказали сферы специальности. Давайте как-то немножко еще раз озвучим, какие именно у вас специальности. 3 факультета. Юриспруденция, юридический факультет, факультет экономики и управления, в рамках которого идет экономические науки, бизнес-информатика, государственное муниципальное управление. Вообще отдельно по этому факультету могу сказать, что при организации в 90-х годах нашего высшего учебного заведения основной идеей, которая и была прописана в уставе образовательного учреждения, была подготовка резерва государственных и муниципальных служащих, создание слоя здравомыслящих, образованных россиян, которые могли бы быть полезны обществу нашему. Ну и, естественно, педагогика, психология, это педагогико-психологический факультет, который дает возможности получения знаний в области психологии, и, естественно, дошкольной педагогики и так далее. В том числе сейчас нами разработана очень интересная программа психологического консультирования, которая, как я, кстати говоря, уже знаю, заинтересовала многих здесь, в Якутии, не только в городе, я говорю про республику. Поэтому мы готовы предоставить ее, как говорится, вам для получения дальнейшего образования, переподготовки, ну и применения этого так, как вы посчитаете нужным или как мы посоветуем. Угу. Я думаю, это интересно, да? Да, конечно. Угу. Так, ну и самое главное, как же поступить к вам? Насколько большой конкурс? Дело в том, что порядок поступления, он определен нашими нормативными актами, и требования, предъявляемые к поступающим, они точно такие же, как и во всех остальных других вузах, в том числе и государственных. Единственное, по выбору вуза мы можем выводить свои какие-то вступительные, дополнительные вступительные испытания.
Но это применяемое психологическое тестирование, тестирование на профпригодность как такового человека, когда он хочет прийти на то или иное направление. Ну и, естественно, собеседование о том, какие перспективы вообще и желания у молодого человека или человека, который хочет получать образование в той или иной области есть. Ну, а, естественно, для ребят, которые идут после окончания школы, конечно же, это ЕГЭ, и, естественно, балл, который является проходным, он определяется нашим Министерством образования. И каждый год выносятся новые требования. Вот. А все остальные вопросы, пожалуйста, с этого года у нас обязательная регистрация вас. Ну, вы-то имеете право подавать заявление либо через госуслуги, либо лично. Но мы, наша приемная комиссия, должна оперативно отреагировать на ваше обращение, обязательно его зафиксировать и передать через платформу госуслуг на регистрацию. В общем, ничего сложного. Наши методисты всегда готовы проконсультировать по месту нахождения здесь. Мы находимся на Юнского 6Г. Вот. И посоветовать те или иные перспективы, куда вам прийти. Всегда ждем вас, пожалуйста. А вот очень интересно, сколько якутян обучается в вашем институте? На сегодняшний день где-то порядка 370 человек. Это стало меньше. Я же вот не зря сказал в начале нашего разговора о том, что в 95-м году, когда мы пришли, это была жуткая потребность. Люди сидели с открытыми ртами и впитывали то, что им говорят. У них было такое желание получать образование. Но, как видите, тенденции сегодняшнего нашего развития говорят о том, что много специалистов в той или другой области. Не думаю, что это так. И так, наверное, не нужно исчислять потребности общества или государства. Дело в том, что мы все с вами прекрасно представляем, в какой бы сфере человек не получал образование, специалистами высокой квалификации жизни становятся единицы. И эти единицы мы всегда видим в прямом эфире, в перспективе где-то в судах, понимание где-то в экономических вопросах, развитие психологов, личных или общественных и так далее. Всегда можно это поправить, скорректировать, если он не смог себя человек применить вопросами переподготовки, повышения квалификации. Поэтому это тоже у нас доступно. Если, допустим, прием на высшее образование определяется конкретными датами в соответствии с приказом Минобрнауки, то дополнительное образование, повышение квалификации идет круглогодично. Всегда можете прийти и выбрать для себя наиболее актуальную и интересную программу. Ну что ж, Александр Валерьевич, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Вам спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.